Всем привет! Сегодня 25 июня, Чувашия. Хочу показать, как растут абрикосы, привитые на сливу. Абрикос Амур. У него висят плоды. Изначально было штук 50. Сейчас осталось около 25. Они где-то разбросаны по всему дереву. Приросты мощные. Вверху было обрезано из-за манилиоза. Все вырезал. Сейчас он все восстанавливается. Уже сливу догоняет. Приростов полно. Рядом еще один амур, привитый на сливу. Здесь все плоды на одной ветке. Очень много. Там вон все в основном внизу висят. И тут больше плодов, чем на том. Получается, вот нижние ветки, нижний ярус с плодами. А вот фаина многострадальная. Из-за манилиоза пришлось обрезать на пенек. Вот восстановление такое. 3 мощных ветки. Уже боковые приросты. Это академик. Вот она, тля. Ну, серьезно, проблемы-то нет таковой. Ничего не скручивается. Рост остановил, если но мне больше не надо. Так тут мощные ветки. Ветки ложатся, вот пришлось подвязывать, чтобы выровнять. Вот 2 плода висит, что-то они не увеличиваются. Как будто, хотя вот носик есть. Думаю, может, не академик это. Скорее всего, это академик. Ну, листы у него такие удлиненные, всякие разные. Там есть у меня академик. Там тоже плоды не увеличиваются. Вот там я сомневаюсь, может там листы какие-то круглые там листы. А здесь вот понятно. Вот Серафим. Довольно крупный плод. Самый крупный из всех, которые у меня есть. Там еще один. И вот тут висит 3 плода на Серафиме. 5-й год ему. Угу. Амур на черносливе. Ветки в бок идут к солнцу. Да и лещины здесь влияет.
Вот у него тут немного висят вот внизу тоже. Но здесь и мало завязалось, что 15. Вот. 1/3 висит. Черный абрикос. Вот такой прирост. Хороший. Неплохо растет, но насекомые вон едят листья. А вот здесь вот тля вот поражал вот тогда. И потом пошел прирост. Без тли. Но химии здесь не обрабатывал. Я химию вообще не обрабатывал. Даже в мощную струю водой не поливал. Тля вот сама пропала. Дарний без. Ну какие листья. Вот так он делает в тени. Листья сбрасывает. Так каждый год. Ему 5-й год. Поэтому я его не показывал, потому что он в июле уже все листья почти единицы остаются. И вот у него плоды на 5-й год. 4 штуки осталось. И он не болел манилиозом. Потом не болел манилиозом Серафим и Академик. Вот их надо размножать. Бай. Тоже солнце тянется, хочет лечь вообще на землю. Думаю, надо его направить вот так. Пойдет. Маленько привязать к земле. Вот как королевский. Королевский вот так вот делал. Ветки хорошо гнулись в мае, весной где-то. Сейчас они уже одревесневают. А были вот такие где-то красные. А это позднее Филиппево. Неплохие приросты. Лист он липкий, они. А у них у всех листья липкие сверху. А вот тут тля сидит. Но здесь нету. Тля вот лакомится. Вот. Лакомится этим соком сладким. А, вот тля. Ну что, ну, в конце побега, в конце роста, в конце первой фазы роста появилась тля. Я вот мощной струей воды, обычной водой смываю вот это все. Так раз, взял лист, ее нет. Ну и вообще не трогают. Это рыжий. Был один плод, но он его сбросил. Так, у меня здесь была обрезка. Обрезка, потому что здесь рана. Очень серьезная рана. Я вот ее разматывал пару недель назад. Зарастание идет. Надо будет снять маленько, ослабить. Это как-то перетягивает. Вот приросты пошли. Запасные. Вот абрикосы, привитые на сливу. Растут в Чувашии. В этом году первые плоды. Здесь их немного.
Но есть где и много. Вот где много. Абрикос, сын манжурца, привитый на сливу. Он усыпан все. Да и сбросил процентов 5, наверное. Остальное все висит. Приросты вот только сейчас начали расти. Уже академик. Но, наверное, это не академик, потому что точно не могу сказать. Но я помню, точно прививал и записывал академик. Единственное, что там я прививал верхушки черенка, что осталось. А вот мои свежие прививки, это цимажурса, получается, будет 3-е поколение. Тут было где-то 5 прививок, осталось вот 2 получились. Здесь пока рост остановился. А вот здесь идет. Это получается 2-е поколение на сливе. То будет 3-е. На сливе все. Плоды уже немного увеличились в размере. Очень мелкий. Зато абрикос